Именно так под андижанскую польку празднуют партии победу на парламентских выборах. На данный момент, по предварительным данным, ЦИК 4 партии проходят в парламент. Первое место у партии Беремдик, второе у Мекенем Кыргызстан, третье у политпартии Кыргызстан и четвертое место у партии Бүтүн Кыргызстан. Процентный порог пока что не прошли ни Мекенчир, которым требуется получить всего несколько сотых процента для прохождения в ЖК, ни Республика, на которую многие возлагали надежды, и даже не Атамекен, которая в этом сезоне заметно обновилась. Оппозиционные партии, не набравшие достаточное количество голосов, не признают итоги голосования, а также считают, что эти выборы прошли максимально грязно, с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Некоторые политологи сами пока что недоумевают, как же так произошло, что лишь 4 партии прошли процентный барьер. В этом отношении, конечно, жаль, что нет оппонентов. Я думаю, что, к сожалению, да, вот эти фигуры, они могли бы сыграть позитивную роль, если бы, скажем, даже с минимальным результатом Атамекен прошел, я не знаю, Республика прошла, но... Нет, в Бүтүн Кыргызстан, в принципе, да, есть, да, Курсан Асанов, там, Катани и так далее, но не из той молодой реформаторской когорты, как Джанар Акаев. Причиной таких, как говорят политологи, неожиданных результатов является избирательный закон, который защищает лишь интересы определенного круга людей. Вторая причина лежит на госорганах, которые плохо подготовились к выборам. Ведь когда ЦИКу чуть ли не пальцем указывали на нарушения, большая часть членов комиссии, включая председателя ЦИК Нурджан Шайлдабекову, не признавали их. Специалисты уверены, что вина также лежит на тех гражданах, которые, несмотря на призывы не продавать голос, все-таки пошли по незаконному пути. Вот накануне выборов появилось такое движение против всех. Вот они сыграли свою отрицательную роль. Вот это наши коллеги, мы всех знаем. Вот они приняли такое необдуманное решение, играли на руку нашим оппонентам. Были пожилые люди. Я их прекрасно понимаю, у них пенсия мизерная, им тоже хочется жить. Политолог Бекбосун Бурубашев считает, что теперь, исходя от предварительных итогов, можно говорить, что в парламенте нарушился социальный баланс, потому что там не оказались представители социальных слоев населения, так как врачи, милиционеры, учителя. Кроме этого, произошло и нарушение политического баланса, потому что оппозиционные силы также не оказались в парламенте. А также произошло нарушение регионального дисбаланса, что в дальнейшем может привести к социальным конфликтам. В Кыргызстане то, что мы докатились до такого состояния, мы все виноваты, в том числе я тоже виноват. Хорошо? Мы должны делать правильные выводы. Мы должны работать над собой. Критиковать это хорошо. И мы должны подсказывать друг другу, помогать. Но если вот так пойдем, то лет через, наверное, 5-10 уже мы, наверное, окажемся в таком рабском положении, потому что нас пугать можно, нас покупать можно. К сожалению, почти каждая оппозиционная партия, руководствуясь своим эго и амбициями, не пожелала объединиться в один целый оппозиционный блок. В итоге разделила электорат по голосам и тем самым не смогла преодолеть пороговый барьер в 7%. Есть большая вероятность, если бы оппозиция объединилась, то, скорее всего, прошла бы в парламент. Теперь политологи не исключают, что в Кыргызстане могут развернуть белорусский сценарий, и бессрочные митинги могут перерасти в нечто большее, чем просто акции протеста. И бессрочные митинги, очень сильная сейчас будет оппозиция. И, конечно, появятся внешние игроки, как и появились в Белоруссии. Я думал, что после Белоруссии у нас как-то в какой-то степени, как я сказал, оппозиционные партии, та же, может даже и Бирбол бы, тоже как бы пройдут, я думал, Атамекен, но, видите, Республика, Атамекен не прошли, поэтому они сейчас будут питать реформу Чонгазат, которые сейчас модераторами будут этих процессов. Белорусы могли учиться у Кыргызстана, нежели наоборот. А Кыргызстану протесты совершенно не новое дело. У нас опыт очень большой.
Политологи также сообщают, что митинги на площади приведут к каким-то результатам только в том случае, если оппозиционные силы представят перед властью четкие и реальные требования. Кроме этого, эти митинги не должны дойти до массовых задержаний, считают специалисты. Для этого, мне кажется, важно было бы этой объединенной оппозиционной силе конкретно поставить задачи, чего нужно требовать, что нужно сделать правительству, руководству страны, чтобы их жалобы были удовлетворены. Будет ли это, например, пересчет бюллетеней, будет ли это, как некоторые из Бирбола партии призывают, независимый аудит технической части проведения выборов. Отметим, что окончательные итоги голосов будут озвучены в течение 2,5 недель. Аида Матбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.